Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача по сводкам ОМВД. В студии Анна Журавлева. И коротко о некоторых происшествиях, случившихся на территории города Канаш за прошедшее время. В период с 28 февраля по 2 марта в городе Канаш неустановленное лицо, находясь в универсальном сборочно-сварочном корпусе АО «Промтрактор-вагон», похитило инвертонный сварочный аппарат для плазменной резки, причинив ущерб на сумму 46 843 рубля АО «Промтрактор-вагон». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Около 12 часов 8 марта неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя абонентский номер, зарегистрированный в московском регионе в мессенджере WhatsApp под предлогом продажи обуви в социальной сети ВКонтакте, путем обмана и злоупотребляя доверием гражданки, проживающей в городе Канаш, завладела деньгами в сумме 2900 рублей, которые она перевела на счет банковской карты злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Около 12 часов 28 февраля 2019 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя абонентский номер, зарегистрированный ПАО «Мегафон» Самарской области, представившись сотрудником банка под предлогом отмены несанкционированного списания денег, путем обмана завладела реквизитами банковских карт ПАО «ВТБ», принадлежащих жителю города Канаш, и похитила деньги в сумме 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. С 4 по 10 марта 2019 года зарегистрировано 11 преступлений, раскрыто 2 ранее совершенных преступления, разыскан 1 преступник и 1 несовершеннолетний. Всего с начала года к административной ответственности привлечено 1991 человек. Если вы стали жертвой преступного посягательства, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Своевременное обращение существенно повышает вероятность раскрытия преступления по горячим следам. Телефон полиции знает каждый – 02, а вот с мобильного телефона необходимо набирать 102. Также можно набрать номер единого экстренного канала помощи 112. Эти номера действуют для всех основных сотовых операторов в Чувашской Республике. С 7 по 17 марта 2019 года на территории города Канаш проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Быть семья». В проведении мероприятия принимают участие как сотрудники ОМВД России по городу Канашу, участковые полномоченные полиции, инспектора отделения по делам несовершеннолетних, также представители субъектов профилактики, здравоохранения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, сектор опеки и попечительства администрации города Канаш. На 1 марта 2019 года на профилактическом учете в ОМВД России по городу Канаш состоят 102 лица за семейно-бытовое дебоширство, 38 неблагополучных семей. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 58 неблагополучных семей. В детской поликлинике 21 семья, находящаяся в социально опасном положении, в которых воспитываются дети в возрасте до 1 года. В ходе мероприятия проводятся совместные рейды с представителями субъектов профилактики по проверке лиц вышеуказанной категории по месту жительства. При наличии информации по фактам домашнего насилия просим обращаться по телефону 02 или 2 38 19. Дорогие горожане, мы хотим вам напомнить, что отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Канашу представляет государственные услуги. Справка о наличии отсутствия судимости нужна, как правило, работникам государственных и муниципальных органов. Заявителями, кроме граждан, также могут быть государственные или муниципальные органы, имеющие право на обработку персональных данных о гражданах в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить такую справку можно в информационном центре МВД по Чувашской Республике, в либо территориальном органе МВД России на районном уровне по месту жительства. Жителям города Канаш в ОМВД России по городу Канашу по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43, или же в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства. Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslуги.ru, можно получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказывает МВД России.
При получении такой справки через портал государственных услуг есть целый ряд преимуществ. Прежде всего, это оформление справки. Срок исполнения до 10 дней. Во-вторых, возможность подачи заявления, не выходя из дома. В-третьих, о готовности справки на адрес электронной почты либо в личный кабинет вам направляется уведомление. И самое главное преимущество – сокращается количество посещений государственных органов. Дополнительную информацию по данной государственной услуге можно получить в УМВД России по городу Канашу по телефонам 3 67 11 или 3 67 66. Отдел МВД России по городу Канашу объявляет набор граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, на имеющиеся вакантные должности. Полицейский, образование не ниже среднего. Оперуполномоченные отдела уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспектора ДПС. Принятые на службу обеспечиваются ежегодной материальной помощью в размере 2 окладов денежного содержания, основным отпуском от 40 до 60 суток в зависимости от имеющейся выслуги лет, а также дни к основному отпуску на проезд к месту проведения отпуска и обратно, бесплатным лечением в учреждениях системы МВД, санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах отдыха, ежемесячные выплаты денежной компенсации за наем, поднаем жилых помещений, обязательным государственным страхованием. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43, кабинет 306 или по телефону 3 67 92. На этом наш выпуск завершен. С вами была Анна Журавлева.